Я в такой аудитории, конечно, не бывал раньше, да и в последующее время. А мне тяжело очень судить о выступлении каждого, потому что я не специалист, не военный стратег, не тактик. Но поделюсь немножко со своими впечатлениями, которые у меня сложились здесь. Многие из нас, не только вы, но и в нашем обществе, и не только в нашем обществе, думают, что война уже прошла. А между тем она продолжается. Продолжается она и у нас. Не закончилась она 30 сентября 1993 года, и не начиналась она 14 августа 1991 года, 1992 года. Она начиналась значительно раньше, после Второй мировой войны, сразу же в недрах Госдепа специалисты высочайших квалификаций разрабатывали, как разрушить советскую систему. Разработанный план действия, естественно, это был секретный план. Соединенные Штаты ждали, что и как будет происходить в Советском Союзе. Когда они нашли удобный момент, они воспользовались, разрушили советскую систему. А теперь это фактически сейчас мы с вами живем в Третьей мировой войне. Первые две уже были, а это Третья война. И причем она ведет не только стрелковым оружием или летающими аппаратами. Эта война, она, хотя применяются эти силы, и стрелковые, и танки, и самолеты, и все, что хотите, хотя применяются, но есть у Запада более мощное оружие, противостоять которой никто пока не может. Это война гибридная, ценностная, цивилизационная, асоциальная. Запад считает, что человеческий опыт, по которому он формировался и живет по сей день, он ошибочный, ущербный. И задача Запада состоит в том, чтобы разрушить не только этнические общности, разрушить вообще человека, изолировать его от социальной общности, чтобы он был вовлечен, углублен и погружен в своем собственном сознании, чтобы он жил один, чтобы у него не было никаких связей с другими. Вот эта война, значит, война, которая ведется, она незаметна, по крайней мере, в нашем обществе мало кто это ощущает. Мало кто это чувствует. Вы знаете, конечно, я не хочу много времени у вас отнимать, а вот что писал о нас, не об абхазах, но и об абхазах тоже, писал знаменитый английский разведчик XIX века, когда шла война здесь, на Кавказе. Вот что он писал. Это Джон Белл.
побывавший на Кавказе в первой половине 19 столетия. Цитирую. Что же должно быть показателем совершенства системы общественного устройства? Вопрос ставит и отвечает следующим образом. Безопасность граждан, о чем вы говорили здесь. Безопасность граждан. Степень их благополучия, о котором мы здесь не говорили, потому что это не соответствует повестке дня, а человек не обеспечив безопасность и благополучие, жить не может. Не так ли, он спрашивает? На Кавказе такие порядки, цитирую далее, такая система управления, какие не встретишь нигде в мире. Это, еще раз повторяю, англичанин пишет, европеец пишет, самая просвещенная страна, представитель англосаксов. Население Кавказа, речь идет о населении Кавказа, не обременено налогами. У них нет регулярной армии, ни судей, ни прокуроров, ни заключенных. Полиция и тюрьмы тоже отсутствуют на Кавказе. Образ жизни этих людей в общественных местах безупречен. Они сами определяют границы своей свободы. Законы абсурда. Мы с вами наследники таких людей. Они жили совсем недавно, а мы уже с вами забыли. У нас уже другое состояние, другое сознание, другой этикет, другие правила, другие нормы. Мы незаметно для себя стали определять себя, свое достоинство через товар. А товар уже в нашем сознании и в нашей душе. Вот что с нами происходит, вот с чем надо воевать, себя спасать. Но, к сожалению, такая повестка дня пока нигде у нас не ставится. Она ставится не только у нас, но у нас не ставится, к великому сожалению. Этот вопрос стоял у нас раньше, в конце прошлого века, в 70-е, 80-е годы, когда с грузинами противостояли мы, тогда это уже возникало. Мы это чувствовали, мы это ощущали. Западный мир мы изучали. И мы думаем, что Грузия напала на нас. Ничего подобного. Руками грузин это делалось. Война здесь. А теперь нашими же руками они нас уничтожают. Мы этого не осмысливаем, мы этого не понимаем. Значит, я не знаю, не хочу вас огорчать. Мне уже очень много лет. Но я беспокоюсь. Знаете, у меня дома тоже растут младшие. Внуки растут. Их судьба, конечно же, трогает, волнует меня. Я старый человек. Да, потому хотелось бы, конечно, успокоительное что-то слышать. То, что в Азербайджане и там на Горный Карабах и так далее, мы об этом тоже писали в свое время. Я здесь хочу уже процитировать себя, анализируя ситуацию на Южном Кавказе и на Кавказе вообще, заканчивая я выделил такие сценарии, которые здесь могут быть. Я цитирую, потому что эта книга вышла у меня в 2011 году, в 2011 году. И все вот эти сценарии, которые я тогда писал, они подтверждаются текущим моментом тоже. Первый сценарий. Образование единого и суверенного Кавказа маловероятно. Подтверждается, верно? Мы до сих пор Кавказ отдельно не может существовать. Он разделен.
Второй сценарий. Интеграция Кавказа с Россией. В ближайшее время такой вариант маловероятен. Тоже этой интеграции Кавказа с Россией до сих пор нет. Третий сценарий. Сохранение разделенности Кавказа на северный, в скобках российский, и южный, нероссийский. Это более вероятно. В этой же ситуации мы с вами находимся, верно? Да. Можно перечислять и другие сценарии, они тоже мысленно, они возможны. Но реально, насколько это возможно, трудно судить. Но при всем этом, конечно, я понимаю, что здесь присутствующие очень уважаемые, очень заслуженные и так далее, но нам важно обратить внимание на себя и на будущее поколение. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Очень